Другим темам руководитель Следственного управления Следкома России по республике Олег Мезрин провел личный прием граждан в Нерюнгринском районе. Все подробности у Надежды Акимовой. Виталий Молодцев 6 лет назад стал жертвой мошенничества. Он выполнял строительные работы, сдав подряд, получил расчет. После, через год в судебном порядке, заказчик с него взыскал сумму выполненного подряда, указав на то, что строительная фирма не сдала акт выполненных работ. Здание мужчина сдал в срок, а на бумаге здания нет. Доказать ничего не может. Теперь бедный пенсионер выплачивает огромную сумму, чтобы погасить долг. Пенсия небольшая – 12 тысяч рублей. Из них половина уходит на погашение долга. Последней надеждой стал прием руководителя Следственного комитета республики. На сегодняшнем приеме человек, которого я принимал, генерал-майор, он сказал написать на его имя заявление, и он попробует мне помочь. Я буду благодарен. Поведать свои проблемы обратились 7 нерюнгринцев. У всех разные вопросы: жилищные, жалобы на работников правоохранительных органов, а также вопросы, касаемые уголовных дел. Обращения, которые относятся к компетенции Следственного комитета, они будут непосредственно рассмотрены в аппарате Следственного управления. Но то, что не относится к моей компетенции, они будут направлены в соответствующую структуру, либо в прокуратуру республики, либо в МВД республики, где будет указано, мое будет предложение руководителям этих структур рассмотреть эти обращения в аппаратах соответствующих органов. Личная встреча с нерюнгринцами руководителя Следственного управления проходит не впервые. Это ежегодная плановая работа. Олег Мезрин отметил, что нерюнгринцы – граждане с активной жизненной позицией, умеющие отстаивать свои права. Надежда Акимова, Семен Амосов, НВК Саха, Нерюнгри.